Скандал вокруг призыва известного религиозного деятеля Чубака Аджи Джалилова брать себе несколько жен, следуя его примеру, докатился до стен парламента. Сразу несколько женщин-депутатов сегодня возмутились отсутствием какой бы то ни было реакции госорганов на видеообращение, которое Джалилов выложил на своем канале в интернет-пространстве, имеющем более 100 тысяч подписчиков. Народные избранницы посчитали, что это может создать опасный прецедент, который впоследствии может существенно изменить облик Кыргызстана как светского государства. Многоженство – это крест на гарантированной Конституцией гендерное равноправие и обесценивается определение Кыргызской республики как светского государства. Почему поднимается вопрос о многоженстве, когда так много разводов, детей без алиментов, отцов, которые оставляют без присмотра своих же детей? Почему бы приверженцам многоженства в голову не приходит усыновить детей-сирот, например, укреплять институт семьи и выступать против разводов? Мы же ждем от религиозных деятелей высоких моральных ценностей. Готов ли человек, взявший себе вторую жену, поделиться с ней частью имущества? И есть ли у нее и ее детей хоть какие-то юридические гарантии не остаться ни с чем в случае развода? По словам Айсулу Мамашевой, на выплату алиментов в Кыргызстане ежегодно поступает более 5000 заявлений. Добиться от биологических отцов содержания своих же собственных детей удается не более чем в 40% из этого количества. Почему религиозные деятели не поднимают этот вопрос? Почему не поднимают вопрос ответственности как перед Богом, так и перед женой и детьми? У нас и так существуют мужчины, которые сожительствуют и ведут общее хозяйство с 2 и более женщинами. А это ведь статья Уголовного кодекса, мертвая статья, которая не работает, к сожалению. Не было прецедентов привлечения к ответственности за двоеженство, так ведь? Особое возмущение парламентариев женщин вызвало признание Джалилова в том, что жена богослова тяжело перенесла его вторую женитьбу. Депутат Эльвира Сурабалдиева обратилась к омбудсмену, МВД и генпрокурору проверить этот факт на предмет семейного насилия, которое не всегда может быть физическим. Если лица, прикрываясь религией, будут нарушать законы, тогда зачем нам вообще министерство и ведомство? Если мы сами не будем позволять нарушать законопроекты в виде законопроекта о семейном насилии, о правах женщин, нормы Конституции. Я прошу на моих коллег задуматься. Это действительно очень опасный прецедент. Несмотря на поддержку позиции депутатов женщин многими их коллегами-мужчинами, народных избранниц возмущает, что немало среди них и тех, кто на самом деле выступает за многоженство, невзирая на то, что это полностью противоречит действующим законам. Но называть фамилии этих коллег они не стали. Осенью прошлого года ввести многоженство в стране предлагал депутат Камчебек Джолдошбаев. Однако чуть позже он заявил, что его неправильно поняли и исказили смысл сказанных им слов. Согласно Конституции, официально может быть только одна жена, но у некоторых есть и 2, и 3 жены, хотя брака между ними как бы нет. У них есть дети, отцы их воспитывают, но это как-то надо уже узаконить, чтобы они могли давать им свою фамилию. Согласно нормам Уголовного кодекса, сожительство с 2 или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. Возбудить уголовное дело на основании лишь признания бывшего муфтия, как сообщали в милиции, без заявления одной из жен не представляется возможным. Однако сегодня стало известно, что скандальное заявление Джалилова о наличии второй жены правоохранительными органами будет все-таки проверено. Выяснить факт поручено столичному ГУВД. Болот Исаев, Александр Симонов, НТС.